клятву. Пожалуйста, поднимите вашу правую руку и повторяйте за мной. Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь. Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что я буду добросовестно выполнять, обязанности президента Соединенных Штатов, и в полную меру моих сил, буду поддерживать, охранять и защищать, Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог. Поздравляю вас, господин президент. Для меня огромная честь впервые пригласить 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Джей Трампа. Верховный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, мои дорогие американцы и люди всего мира, спасибо вам. Мы, граждане Америки, теперь должны предпринять огромные усилия на уровне всей нации для того, чтобы восстановить наше единство и выполнить наши обязательства перед всем нашим народом. Вместе мы будем определять, куда пойдет Америка, куда будет двигаться мир в течение многих-многих лет. Перед нами будут вставать сложности, у нас будут проблемы, но мы сделаем свое дело. Каждые 4 года мы собираемся здесь, на этих ступенях, для того, чтобы совершить мирную передачу власти. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их помощь, огромную неоценимую помощь в этой передаче власти. Они проявили себя как удивительные люди. Большое спасибо. Сегодняшняя церемония — это очень особая церемония, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой или от одной партии другой. Мы передаем власть от Вашингтона, округ Колумбия, вам, людям, обратно. Слишком долго небольшая группа, представляющая большой капитал, управляла нашей страной, в то время как все вы несли связанные с этим расходы и издержки. Вашингтон процветал, но народ
не участвовал в этом празднике. Политики процветали, а тем временем работа уходила из Америки, заводы закрывались. Истеблишмент защищал сам себя, но не защищал народ нашей страны, не защищал ее граждан. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашим триумфом. И когда они праздновали свои победы и триумфы в столице нашей страны, в тех семьях, которые живут по всей Америке, праздновать было особенно нечего. Все это меняется здесь и сейчас, потому что сегодняшний день — это ваш день, и он принадлежит вам. Он принадлежит каждому из тех, кто собрался здесь, каждому из тех, кто смотрит нас по всей Америке. Сегодня ваш день, сегодня ваш праздник. И сегодня Соединенные Штаты Америки — это ваша страна. То, что имеет значение на самом деле, это не то, какая партия контролирует наше правительство, а контролируется ли наше правительство народом. 2020 года будут помнить как день, когда народ стал управлять своей страной, стал управлять ее снова. Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты. Вас услышат. Десятки миллионов людей объединились в историческое движение, которого мир никогда раньше не видел. И в центре этого движения лежит очень важное убеждение, что нация должна служить своим гражданам, страна должна служить своим гражданам. Америка хочет школы для своих детей, безопасные районы для своих семей и хорошие работы для всех ее граждан. И это разумные, справедливые требования людей, которые находятся в своем праве. Но слишком многим из наших граждан отказывали в этом. Они живут в другой реальности, они живут в ловушке бедности. Наши заводы ржавеют и похожи на склепы. Наша система образования залита деньгами, но оставляет наших молодых, великолепных учеников без каких-либо знаний. И преступность, банды, наркотики, которые уносят слишком много жизней, которые разоряют нашу страну, которые лишают ее нереализованного потенциала. Это должно прекратиться здесь и должно прекратиться прямо сейчас. Мы единая нация, и боль наших сограждан — это наша боль. Их мечты — наши мечты, и наш успех будет их успехом. У нас одно сердце, у нас один дом, и у нас одно славное предназначение. Клятва, которую я принес сегодня, это клятва всем американцам. На протяжении многих десятилетий мы развивали иностанную промышленность за счет американской промышленности, платили армиям других стран, не замечая, как приходит в упадок наша собственная армия. Мы защищали границы других стран и отказывались защищать собственную границу. И тратили миллиарды и миллиарды долларов за пределами Америки, в то время как наша инфраструктура приходила в упадок,
Мы сделали другие страны богатыми, в то время как богатство, уверенность в себе и сила нашей страны исчезали за горизонтом. Один за другим закрывались заводы и уходили в другие страны. И никто не думал о миллионах, многих миллионах американских трудящихся, которые остались за бортом. Богатство нашего среднего класса было отобрано у них и перераспределено по всему миру. Но это прошлое. Теперь мы будем смотреть с вами в будущее. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы заявить то, что должно быть услышано в каждом городе, в каждой столице, в каждом месте, где есть сила, есть власть. С сегодняшнего дня и далее наша страна будет руководствоваться новой философией. С сегодняшнего дня и далее мы в первую очередь думать об американских интересах, только об американских интересах. Каждое решение по торговле, по налогам, по иммиграции, по внешней политике будет приниматься для того, чтобы оно пошло на благо американским трудящимся и американским семьям. Мы должны защищать наши границы от нападок со стороны других стран, производят наши товары, крадут наши компании и разрушают наш трудовой рынок. Защита поможет нам достичь благосостояния и силы. Я буду бороться за вас до последнего вздоха, и я никогда не подведу вас. Америка снова начнет побеждать так, как никогда еще не побеждала. Мы вернем себе наши работы, мы вернем себе наши границы, мы вернем себе наше богатство, и мы вернем себе наши мечты. Мы построим новые дороги, новые автомагистрали, новые мосты, аэропорты, туннели, железные дороги по всей нашей великолепной стране. Мы поможем нашим людям перестать жить на пособиях по безработице и вернуться на работу. Мы будем восстанавливать свою страну руками американцев и американским трудом. Мы будем следовать двум простым правилам. Покупайте американское и нанимайте американцев. Мы будем искать дружбы и доброй воли с другими странами мира, но делать мы это будем, понимая, что право всех наций заключается в том, чтобы защищать свои интересы в первую очередь. Мы не будем навязывать наш образ жизни никому, но мы позволим ему блестеть как идеалу, и все увидят тот идеал, за которым они должны следовать. Мы укрепим существующие альянсы, создадим новые альянсы и объединим цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом и полностью уничтожим его с лица земли. Основой нашей политики будет борьба за интересы Соединенных Штатов Америки. И прежде чем думать о верности другим странам, мы должны помнить о верности друг другу. Когда вы открываете свое сердце патриотизму, в нем не остается места для предрассудков. Библия говорит нам о том, как хорошо, когда
Божьи люди живут вместе как единая семья. Мы должны открыть наш разум, мы должны обсуждать наши разногласия, но мы всегда должны стремиться к единству, должны стремиться к солидарности. Когда Америка едина, остановить ее невозможно. Вы не должны бояться. Мы защищены, и мы всегда будем защищены. Нас будут защищать великолепные мужчины и женщины, которые служат нашей армии, в наших правоохранительных органах. И что еще важнее, нас будут защищать Бог. Наконец, мы должны думать о больших задачах и мечтать еще больше, потому что Америка живет до тех пор, пока она стремится к большему. Мы не должны больше соглашаться с политиками, которые всегда говорят, но ничего не делают, постоянно жалуются, но ничего не предпринимают, чтобы решить проблему. Время пустой болтовни закончилось. Пришло время действий. Не позволяйте никому говорить вам, что что-то не может быть сделано. Нет таких вызовов, с которыми сердце и дух американца не может справиться. Мы победим. Наша страна снова будет мечтать и снова будет процветать. Мы стоим в начале нового тысячелетия. Мы готовы открыть загадки космоса, готовы освободить Землю от болезней и развивать новую промышленность, новые технологии завтрашнего дня. Новая национальная гордость поможет нам двигаться вперед, излечить наши раны и преодолеть наши разногласия. Мы должны вспоминать старую поговорку, которую наши солдаты всегда помнили. Неважно, черные ли мы, коричневые или белые, мы все... В наших жилах течет кровь, красная кровь патриотов, и она у всех одинаковая. Мы все имеем одни и те же великие свободы. Мы все приветствуем и отдаем честь великому американскому флагу. И когда ребенок рождается в Детройте или на полях Небраски, эти дети смотрят в одно и то же ночное небо, и они мечтают об одном и том же. Эти мечты наполняют их сердце, и они дышат благодаря одному, единому, всемогущему Творцу. Поэтому я говорю всем американцам в дальних и в ближних городах, в больших и в маленьких городах, от гор до гор, от океана до океана. Услышьте меня. Вас больше никогда не будут игнорировать. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять то, куда пойдет Америка. И ваша смелость, ваша любовь будут вести нас на этом пути, будут направлять нас. Вместе мы снова сделаем Америку сильной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку гордой собой. Мы снова сделаем Америку безопасной. И вместе мы сделаем Америку снова великой. Большое спасибо. Да благословит вас Господь, и да благословит Господь Соединенные Штаты Америки. Спасибо. Да благословит Господь Соединенные Штаты Америки.